Здравствуйте, меня зовут Николай Токугава, живу я в Калифорнии, родом я из Якутии, и сегодня у меня ролик будет посвящен якутским охотничьим собакам. То есть это такая специальная порода, которая была выведена в Якутии, наверное, надо сказать, чуть ли не в ледниковом периоде, потому что впервые встреча, значит, волков и людей, которая тогда произошла, значит, после этого появилась именно охотничья порода. Якутская считается одной из древних по якутским легендам. Значит, как это произошло? Короче, давным-давно в Якутии, когда, значит, был ледниковый период, значит, у людей стала огромная проблема. Дело в том, что до ледникового периода жить было легко, значит, растений было много, в принципе, там охотиться не надо было. Люди жили собирательством. Когда начался ледниковый период, значит, лето стало коротким, то есть в ледниковом периоде обязательно наступало лето. Потому что даже если по логике подумаете, этим мамонтам, буйволам, значит, оленям зимой надо было что-то есть. И они, значит, копали снег, и, значит, оттуда питались. Якутские лошади и якутские олени сейчас этим продолжают питаться. То есть у нас в Якутии ледниковый период никуда не делся, и по этой причине, значит, у нас вот древняя традиция продолжается дальше. Якутские лошади зимой там с метрового снега из-под земли, значит, достают снег, то есть траву, и им питаются. Так вот, как по якутским легендам, значит, произошла якутская порода охотничьих собак? Дело в том, что раньше, когда наступил ледниковый период, значит, людям было довольно сложно охотиться. Дело в том, что, несмотря на то, что у нас длинные ноги по сравнению с животными, мы не можем бегать настолько быстро. То есть нам вообще никакое животное невозможно догнать. Понимаете? Любое, значит, парное или однокопытное, значит, намного быстрее, чем человек. Так вот, единственный способ для людей в тот период было, значит, в самом начале, значит, до ледникового периода человек использовал для своей обороны, у нас же ни когтей, ни клыков, поэтому использовали палки. Так вот, для самообороны. Потом, значит, когда появилась нужда охотиться, единственное, то есть достаточно калорийное, чтобы пережить зиму, это опять же крупный рогатый скот, на который надо было охотиться. И они, значит, каким образом делали? Палки подставляли в огонь, и он натачивался, как бы, то есть он становился острым. Впоследствии его начали натачивать сами собой, но дело в том, что такая штука, типа рогатина, да, она может быть эффективной, когда вы закалываете, значит, животное, а если вы метаете этим, то, значит, нужно нечто тяжелое на наконечник, чтобы можно было его метать. Потому что если вы буквально 5 метров животное до вас не дошло, вам его не достать. Единственное, что остается, это метнуть копье. Так вот, для этого, значит, брали вот такие навостренные камни и насаживали их на пику. При метании прекрасно работало. То есть животное получало разительную рану, значит, и впоследствии оно, значит, не могло далеко убежать, если его хорошо ранить. Так вот, но дело в том, что все равно догнать животное было невозможно. И самый лучший способ — это делать ловушки, значит, но, как говорится, эти ловушки, животное же тоже не дурак. В эти ловушки один раз, два раза попадет, но потом впоследствии крупный рогатый скот, он особо не попадает на ловушки. Так вот, значит, догнать его не удается, значит, подкрасться тоже в тундре это сделать почти невозможно. Потому что животное, если на горизонте видит человека, оно убегает на 30 километров и не возвращается. Если пойдете туда, издалека увидит, тоже убегает и не возвращается тоже. Потому что они же тоже хотят жить. Они знают, что человек может нанести самые, как сказать, тяжелые ранения в природе. То есть даже медведь такие ранения не может сделать, как человек со своим копьем. Так вот, значит, единственный способ, значит, охоты для людей, это было, значит, наблюдать за этими животными. Дело в том, что стадные животные, у них всегда есть лидер, и они, значит, на водопой или куда-то еще, то есть на пастбище и на водопой ходят по одной и той же тропке за лидером. И если засесть в засаде у водопоя, скажем так,
устроить засаду, есть шанс на того, что что-то можно, значит, наохотить, да? Так вот, в это время, значит, были в те времена самые мощные, самые, значит, как сказать, продуктивные охотники, это стая волков. Как проходила охота стаи волков? Стая волков, дело в том, что это животные метр в холке, где-то 80 килограммов весом. В те времена, значит, в ледниковом периоде волки были еще крупнее. Но дело в том, что они не весили 1 тонну, например, как буйвол. Или они не могли атаковать, значит, оленей, которые в большом количестве двигались, понимаете? А на мамонтов вообще атаковать было их сложно, потому что у мамонта примерно вот 10 или 20 сантиметров шерсти, которые вообще там, ну, клыки застрянут там. Так вот, задача, значит, волков, чтобы охотиться на этот крупный рогатый скот, значит, состояла в том, и до сих пор состоит в том, чтобы гнаться за ним до тех пор, пока он не выбьется из сил. То есть имеется в виду вот этот крупный рогатый скот. Понимаете? Поэтому волки считаются одним из самых выносливых животных на свете. Так вот, и когда они его гонят, дело в том, что это не как в фильмах там показывают. Волки всегда двигаются полумесяцем. И они управляют этим самым, значит, скажем, буйволом, да? И они заставляют его бежать по самым неудобным местам. Например, его заставляют бежать по воде или стоять подолгу в холодной воде. Они заставляют его, есть такая штука, называется дулга, это когда трава растет, вот, как сказать, вот сантиметров 30, наверное, он вырастает. По нему ходить вообще невозможно. Это какие-то шишки вроде, которые стоят на земле. И вот свою жертву они заставляют бежать по самым трудным местам, которые только возможно. Понимаете? И в конце концов, когда он выбивается из сил, волки нападают и нависают на нем. Самая большая задача у волков – это свалить животное на землю, а потом его разодрать. Зубы волков устроены таким образом, как у питбуля, короче говоря. То есть он хватает, значит, за шкуру, значит, свою жертву и начинает его изо всех сил дергать. При весе 80 килограмм получается очень мощная рваная рана. Понимаете? Но дело в том, что все животные, например, лось у нас, у него вот такие огромные рога, и, значит, они легко могут убить волка. Медведь то же самое может убить волка. Понимаете? Дело в том, что медведь является прямым конкурентом. Если медведю жрать нечего, он пытается напасть на волков, чтобы отбить, значит, ихнюю, значит, пищу. Понимаете? А олени тоже имеют рога, буйволы тоже имеют рога, понимаете? О мамонтах я вообще молчу, у них бивни. И поэтому, значит, даже непосредственное их, значит, как сказать, питание, значит, олени, буйволы, лоси, они все рогатые, и они все смертоносные, чрезвычайно сильные и огромный вес до тонны, например, у буйвола. Или олени двигаются в большом количестве и могут моментально напасть, и у них специальный какой-то вот круговая беготня идет. То есть имеется в виду, там нужно отделить от стада кого-нибудь, по-другому они затопчат. Понимаете? То есть не затопчат, они прокалывают рогами. Это страшная штука на самом деле. Так вот, если вы видели в интернете YouTube в помощь, вы, наверное, видели, как проносится вот стадо оленей. Понимаете? Не протиснуться, опасно там вообще как бы. Так вот, как же произошла, значит, встреча людей и волков? По легенде это происходило так. Стая волков, значит, гнала буйвола. И, значит, буйвол бежал, значит, уже довольно долго. Понимаете? И волки на полном ходу просто не заметили, что они гонят этого буйвола прямо к человеку. То есть к людям, которые в засаде. То есть они спрятались, значит, близко к земле, их не было видно. Буйвол бежал прямо на них. И, значит, волки за ними полумесяца. Значит, у людей тоже оказался интересный выбор, что же делать. Значит, убивать буйвола, но дело в том, что жрать же все равно надо. Они выскочили и убили, значит, своими копьями буйвола моментально. И, значит, с одной стороны стоят стая волков, с другой стороны, значит, группа людей. И дело в том, что у нас у якутов есть такая традиция. Значит, если животное кто-то другой поймал, либо кто-то другой ранил, он принадлежит ему, надо его отдать. И люди отдали этого буйвола этим волкам. Значит, волки набили животы, но всего буйвола они не съели. Они съели только половину.
и половину оставили, потому что волк тоже очень умное животное. Значит, люди разделали, забрали половину себе буйвола. На следующий день они пошли туда же, или может быть через несколько дней, история об этом умалчивает, пошли на то же место, тоже залегли, значит, в засаде и смотрят, на полном ходу на них бежит олень. Значит, люди опять убивают этого оленя, волки едят, съедают половину, люди забирают половину. Оказалось, что волк прекрасный охотник, но ему сложно убить такое крупное животное. То есть опасно. Они могут организовать охоту, они могут гнать животное в любом направлении, которое они хотят. Но дело в том, что оказалось, что человек прекрасный убийца. Если сравнить по логике волков, значит, волк прекрасный охотник, а человек прекрасный убийца. Понимаете? Человека заставить охотиться, то есть преследовать животное, невозможно. Но если подогнать животное к нему, человек моментально его убивает. Любое по комплекции, кроме мамонтов, наверное. Так вот, и произошел какой-то союз. Значит, люди однажды заметили, что когда вот волкам же надо было кушать, и они гнали, значит, этого самого очередного там буйвола или там лося или оленя по направлению там, где обычно бывает, значит, засада людей. Они гонят его туда, но вдруг обнаруживают, что там никого нету. Но они же знают, где живет этот сам, где живут люди. И они погнали это животное прямо в стойбище людей. Значит, люди как раз собираются на охоту и смотрят на полном ходу, значит, к ним идет, значит, пища прямо в стойбище. Волки гонят его туда. Значит, они его убивают, значит, дают волкам поесть, и оставшиеся они забирают себе. Понимаете, половина на половину, считай. Так вот, значит, впоследствии волки начали, вот у волков есть такая привычка, они поели, и вот они не оставляют еду по своей природе. Они там же остаются рядом, отдыхают, и когда они проголодаются, едят его дальше. Понимаете? И когда вот рядом с стойбищем они каждый раз кушают, они начали оставаться рядом, понимаете? И потом у них, у волков появился один такой хороший бенефит. Оказывается, если волк стареет и уже не может охотиться, раньше он умирал от старости, значит, от голода, понимаете? Потому что он отбивался от стаи. А люди, оказывается, любят подкармливать их. То есть они получили пенсию. На старости лет можно прибиться, то есть они живут рядом с людьми, и на старости лет молодежь уходит, значит, на охоту, а старики остаются, и их подкармливают эти, значит, люди. Они также подкармливают вот этих щенят, там, которые телятся, вот эти волчата. Ну, волчицы, они телятся там же, и, значит, люди подкармливают, потому что они знают, если в случае, значит, погибнет молодняк, а старики постареют, для, как говорится, племени людей будет довольно сложная ситуация. Надо ухаживать за этими животными, потому что эти животные, они доставляют огромное количество пищи. Людям остается только убивать. Понимаете? И вот произошел, значит, такой симбиоз, что волки начали жить с людьми, и оттуда берет начало, значит, якутская порода собак. Так вот, сейчас, значит, у якутов ситуация с породой, то есть не самой породой, а вот именитых псов, охотничьих собак, угадайте, каким образом состоит. Вот у обычных, там, у потомков, скажем так, других пород собак, там же идет каким вот образом? Именитый предок, а потом чем длиннее родословная, тем собака круче считается. У якутов это наоборот. Чем дальше от именитой собаки, тем собака становится дешевле. Понимаете? Все хотят заполучить вот эту неразбавленную кровь первой собаки, которая, ну, стала именитой. На моей памяти, значит, в той деревне, где, значит, жили мои предки, был один охотник, у которого появилась вот такая собака. Собака, которая проявила именно те доисторические, как сказать, характер поведения. То есть она уходила в лес, эта собака, она была самкой, и через некоторое время в деревню на полном ходу забегал лось или олень.
Люди, естественно, быстро убивали и смотрели, чья собака. И выяснялось, что этого охотника. И шли к нему, стучали, говорили: твоя собака опять пригнала лося. Он выходил, забирал свое, значит, собака. Также в якутских, значит, охотничьей традиции, когда вы убиваете оленя или этого самого, значит, собака, значит, пригоняет вам, значит, каким образом вообще происходит якутская, значит, это самая охота? Вы на конях выезжаете на охоту, а потом охоту организовывает на самом деле собака. То есть 2-3 собаки, они уходят, и вы их на охоте не видите. Они где-то далеко лают, и вы просто едете в этом направлении и, значит, ждете, когда собаки пригонят вам, значит, лося, оленя или там, скажем, зюбря в данный момент. Значит, скоро в Якутии бизоны появятся. Вот. И как только они подходят, вы убиваете его, потом собаки едят досыта. Это якутская традиция. А потом вы забираете, значит, то, что остается. Ну, собаки на самом деле немного едят. Вот. И, значит, лучшая собака, она охоту устраивает, значит, даже без участия человека сама. То есть бежит, значит, в тайгу, гонит это животное, значит, прямо в деревню. И вот такая порода собак, то есть вот эта собака становится чрезвычайно именитой, значит, из соседних деревень приходят, там люди выстраиваются в очередь, и там идет разговор о очень крупной сумме денег. То есть за этого щенка, за щенка вот этой самки давали очень большие деньги. Я помню, как шли переговоры, там некоторым людям он отказывал, этот охотник. И там переговоры какие-то вот очень интересные. Он сказал что-то, тот ходил, ничего не сказал. Потом сказал что-то, тот ходил. И вот люди там вот ходят в полуслова, полуэто. А там на самом деле идут вот эти традиционные разговоры насчет щенков. Понимаете? Потому что ихние щенки тоже становятся такой же, этой самой. Насколько я знаю, там щенков давали не в самом детстве, а, по-моему, в 6 месяцев, что ли, какой-то определенный. Вот охотники, наверное, уточнят, на каком месяце дается вот этот щенок. Дело в том, что этот щенок должен натаскиваться. И вообще в якутской традиции, значит, охотничьих собак человек не дрессирует. Только собака дрессирует собаку. То есть отношения человека и собаки выстраивает другая собака. Предыдущая, более, значит, опытной собаке выдается годовалый щенок или 6-месячный щенок, который бегает и повторяет все за опытной собакой. И вот эта маленькая собачка, щенок, он смотрит, как выстраивается отношение между человеком и собакой. Только так у нас идет дрессировка. Это же очень интересно, да? И вот с тех времен, значит, по нынешнее время, значит, традиция остается та же. То есть собаки устраивают на самом деле охоту, человек там выполняет функцию просто убийцы. Понимаете, о чем идет речь? И полная страховка для собаки. То есть, когда собака состарится, человек будет кормить его до самого последнего, значит, мига. Значит, когда этот самый самка собаки, значит, сучка считается, да, ощенится, человек ухаживает так и за сучкой, так и за потомством. Понимаете, о чем идет речь? Вот. Это такой вот, поэтому якутских собак говорят, что они полудикие. Также в якутской этой самой традиции есть постоянное улучшение. Дело в том, что порода, как сказать, не порода, а вот родословная собаки выдыхается. Ну, у нас так говорится. Эстер. То есть, ну, как сказать, ну, выдыхается, короче говоря. Для этого поступают каким вот образом. Значит, идут в тайгу и ставят капкан для волков. Если вы видели капкан для волков, это совсем другая штука, чем обычный капкан. Капканы для волков называют еще лягушками. То есть, когда волк бежит, он очень быстро поднимает ноги. То есть, на обычный капкан он никак не может попасться. Так вот, в том случае, если попадается этот прыгун, то как только волк наступил на него, убрал ногу, капкан прыгает прямо за ней и схватывает его за ногу.
Задача заключается для того, чтобы взять этого волка живым. Потом за ним ухаживают, за этим живым волком, то есть его запирают в клетке, значит, долгое время ухаживают за ним, а рядом же, значит, в другой клетке содержат, значит, самку, сучку собаки, то есть самку собаки. Так вот, это происходит до тех пор, пока не начнется гон. То есть самка начнет выделять феромоны, а от этого волк начинает сходить с ума. Потом они, как говорится, происходит случка. Как только самка забеременела, значит, волка сразу убивает. Ну, такая традиция. Так вот, значит, собака рожает уже щенят полуволков. Но дело в том, что эти полуволки никогда в жизни не видели волков. Вообще, они родились от самки. И они обучаются тем, что они видят, как вот этот самка собаки и человек, какое у них взаимодействие, то же самое передается потомству. Но дело в том, что вот эти собаки, вот эти щенки, в 5 раз у них мощнее нюх, чем у любой другой собаки. И эти щенки где-то в 1,5 раза крупнее, чем любая собака. Значит, и они выносливее, чем значит, любая собака раза в 3 или может быть в 4. То есть эти щенки, они как бы волки, и они абсолютно не устают. Понимаете? И у них получается очень мощный характер сам по себе. Вот. Значит, охотиться с этими, как говорится, только, как сказать, приятно, потому что они же, как сказать, у них в генетике сидит волк. Но в отношении с человеком она собака, то есть имеется в виду вот эти щенки. И порода каждый раз улучшается. Таким образом, якуты долгие тысячелетия вот эти собаки, значит, если собака выдыхается, ее постоянно, значит, скрещивали с якутскими волками, и поэтому, значит, у якутской считается порода волков. Почему в Якутии вообще ценится вот именно якутская порода собак? Потому что якутские собаки полуволки. У них обоняние намного мощнее, чем любая собака, любая порода, которую вывел человек. Понимаете? Якутские собаки намного выносливее, чем любая другая порода, потому что они, опять же, полуволки. Там через какой период, я вот не знаю, но вот с 90-х лет я вот не слышал, чтобы скрещивали, но до 90-го года, значит, скрещивания были. Вот если охотники начинают жаловаться на собак, то есть собаки у нас никуда не гонятся, типа вот такие разговоры, если пошли, то капканы и какой-нибудь там они начинают ловить волка, потому что надо породу как-то улучшать. Что об этом, ребята, думаете? Напишите, значит, в комментариях. Очень много сейчас идут рассказов про волкособов. Значит, якутская порода собак считается волкособами или нет, я не знаю. Вполне возможно. Значит, мне хочется еще интересно узнать, вот настоящие якутские охотники, что скажут. Давно ли они скрещивали, значит, улучшали породу якутских собак, или вообще есть ли такая традиция, потому что я не знаю. Значит, чьи собаки сейчас являются самыми лучшими, то есть бывают ли случаи до сих пор, когда вот человек вышел выкидывать мусор, а у него на территории там лось стоит. Бывают ли сейчас такие случаи, вот мне интересно. И, значит, что об этом думаете? Хорошая ли история? Вам судить? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо.